Добрый день, меня зовут Мария Геннадьевна Круглова, я президент Союза кузнецов России, это межрегиональная общественная организация. Мы приехали сюда для того, чтобы провести первый международный фестиваль исторических металлургий и кричного железа. Он проходил в Вилюйском улусе, и по итогам фестиваля мы подписали соглашение с администрацией Вилюйского улуса и будем теперь сотрудничать вот как раз по возрождению исторических металлургий, связанных с железноделательным производством, с производством крицы. И фестиваль был очень такой большой, но самый крупный в России на сегодняшний день. Участвовало 13 команд, и были проведены не только плавки кричной руды, но еще и соревнования. Это кузнечное многоборье и конкурс ножей, где приняли участие более 30 человек. И также был проведен еще конкурс хумуса совместно с музеем хумуса Якутска. Мы будем продолжать это прекрасное мероприятие. Надеюсь, что в будущем к нам подключатся еще другие кузнецы из Якутии и из других центров исторических металлургий в России, потому что, например, в Рязани или в других регионах тоже есть свои особенности вот этих технологий, да, исторических, металлургических. На мой взгляд, это очень важное мероприятие для всей нашей страны, потому что сейчас в соответствии с указом президента о возрождении ценностей культурных мы как раз занимаемся, собственно, тем, что мы фактически выполняем этот указ, да, то есть мы возрождаем те технологии, которыми была богата история нашей страны. У нас в Союзе кузнецов уже давно присутствуют и якутские мастера. Это, самые известные из них, это Николай Потапов и Иван Павлов, который, собственно, Иван Павлов организовал. Это была его идея, которая зародилась у него в голове еще в 2012 году, вот устроить такой фестиваль исторических металлургий. А Николай Потапов тоже один из старейших наших членов Союза кузнецов, он известный якутский кузнец, оружейник и ювелир. Ну и, конечно, возглавлял весь этот процесс Николай Николаевич Бурцев, который является потомственным мастером по хумусу и является представителем регионального отделения Союза кузнецов России. Провели фестиваль в Свирске, как раз это Иркутская область, там очень интересный город, и мэр города он нас поддерживает, собственно, вот мы поэтому там делаем такой фестиваль в формате арт-резиденции, да, то есть съезжаются художники-кузнецы и делают такие арт-объекты для города, да, то есть в этом году сделали 6-метровую такую очень интересную стелу, такую мы ее назвали «Крылатый ангел», да, поставили на набережной, там такие крылья, очень интересно, и каждая команда кузнецов, приехали кузнецы из разных регионов, сделала свою такое панно небольшое, которое как раз показало и технологии, в которых работают, какие-то творческие приемы, манеру и так далее. Поэтому вот этот арт-объект уже установили. И так 4 арт-объекта уже в Свирске существуют. Вот. Эти приезжие, да, мастера? Да, мастера приезжие из разных городов. Но вот в этом году фестиваль тоже 4 года назад он был всероссийским, сейчас стал международным, потому что в этом году приехали еще кузнецы из Монголии. Вот, и сделали тоже свою композицию. Звать меня Орлов Михаил Викторович. В кузнечное дело пришел я, так скажем, с юности. Потом уходил от него, занимался строительством, на тракториста отучился, другие профессии освоил. И опять вернулся к кузне, и 12 лет отдал чисто кузнечному мастерству ручной художественной ковки. Возьмем жаковины на ворота, запоры, навесы, заборы, ограждения, перила на окна, решетки, гвозди, подковы, все.
А пробовали ножи делать? И ножи изготавливали. А какое самое ваше любимое изделие? К чему Ну, лежит они душа? все любимые, по-своему, каждая. Если изделие делать без души, оно же без души окажется. Ну, оно становится неинтересно. А когда ты к своей работе и к изделию относишься с любовью, оно становится живым, теплым, и люди тянутся. Металл же он живой. Так просто горячий пластилин. И с ним надо уметь работать и отдавать ему душу. Тогда это интересная работа. А без души, без как огонька, неинтересно работать. Начинающему мастеру успехов, в первую очередь, желания, творческого подхода. И, ну, как сказать, не копировать чужие изделия, а вносить свое. И относиться с любовью к работе к своей. Работа, пускай даже малооплачиваемая, с любовью, она больше удовольствия приносит, чем работа без удовольствия. И с большими деньгами. Ни к чему хорошему. Человек просто насиловать сам себя начинает. И мастерство перегорает в этом деле. Оно должно быть так.